Сегодня я приехала в Маган. Это мое первое выездное видео в этом году, несмотря на то, что за окном минус 42. А все потому, что 9 февраля мы отмечаем День гражданской авиации в России. И полярные авиалинии мне устроят экскурсию по ангару и расскажут про вот все это вот. С нами сегодня Станислав и Алексей. Всем привет. Привет. Да, мы действительно сейчас находимся в ангаре авиакомпании «Полярные авиалинии». За нашей спиной идет 8 МТВ, проходит техобслуживание. И потом дальше Алексей нас проведет По полю. Расскажет самолеты, которые мы эксплуатируем и которые находятся здесь, в аэропорту Магана. Потому что мы базируемся в аэропорту Якутска и в аэропорту Магана. В республике у нас две авиакомпании: Якутия и Полярные авиалинии. Якутия выполняет российские и международные рейсы, а авиакомпания Полярные авиалинии обслуживает Внутрирегиональные. Всего у нас в республике 34 курса. Маршрутная сеть авиакомпании составляет 192 направления. Мы летаем регулярными маршрутами в 26 районах. Кроме этого, наши вертолетные рейсы выполняются практически по всей территории республики. Это касается и срочных санитарных заданий, и социально значимых рейсов. Поэтому можно сказать, что мы летаем по всей территории Республики Саха-Якутия. Ангар был построен в 2017 году для выполнения периодического технического обслуживания, также для замены монтажа, демонтажа агрегатов на таких воздушных судах, как Ми-8, М-410, Ан-3, Ан-2, Пилатус, Ми-6. На сегодняшний день здесь выполняется форма периодического технического обслуживания, снимаются агрегаты, отдаются на проверку в лабораторию. На этом самолете сейчас выполняется ТО-2000, техническое обслуживание по форме ТО-2000. На нем снимаются агрегаты, отправляются на завод на ремонт, также двигатели, отстыковываются крылья. Также отправляется это все на ремонт. А сколько такой ремонт занимает времени? Ну явно же там не месяц, да? 3 месяца? Да. И после он уже будет готов к перевозке. Клепальные работы проходят. И дальше после он будет готов к перевозке? Да, после контрольно-испытательного полета. И какая здесь вместимость? Готов. Вместимость 9 пассажиров, 2 пилота. Так, вот здесь мы готовим вертолет к очередному вылету по санзаданию. На нем выполняется форма оперативно-технического обслуживания. Устанавливается подогрев. Дальше проверяем системы управления, приборные, навигационные. Проходит осмотр планера, двигателя, несущие системы. То, что касается санзаданий, мы в прошлом году выполнили более 1200 рейсов. Вот. Это получается по всей территории республики. Рейсы выполняются у нас на вертолетах и на самолетах. Вертолет может вылететь, допустим, на 3 населенных пункта. Сразу забрать 3-4 больных. Это могут быть и роженицы, и люди с сердечными болезнями, и кому требуется срочная операция, допустим. С одной бригадой на борту? Да, с одной бригадой на борту. Вот. А также мы в прошлом году, 17 апреля, начали выполнять так называемые ковидные рейсы по перевозке ковидных больных. С апреля прошлого года наша авиакомпания выполнила порядка 240 рейсов по перевозке ковид-больных и перевезла где-то 500 пациентов с коронавирусной инфекцией. Рожали на борту? Да, были На случаи. 24-м был такой случай. Были случаи. Часто вообще рожают? Да нет, наверное, один раз у нас было такое в компании на 24-м. И что, какой-то сертификат на полет для ребенка? Да, до 18 лет бесплатно на рейсах нашей авиакомпании. Это самолет Л-410, выполняет очередное санзадание по маршруту Чульман, Маган, Чульман, Маган. Так, у нас
вообще воздушных судов 64. Рейсы выполняются ежедневно? Рейсы выполняются ежедневно, да, кроме воскресенья. В воскресенье санзадания срочно все равно выполняются. Мы еще 2 года назад, осенью, ближе к осени, да, решили провести конкурс среди работников авиакомпании на лучшую окраску вертолета. Ну, окраска вертолета в авиационном термине называется ливрея. Вот, провели мы конкурс, где-то в течение месяца собрали разные эскизы. Сколько было работ? Много было, порядка 25 где-то так. Со всей республики прислали, с филиалов, с офиса авиакомпании прислали свои видения, ну как они видят. Ну, все авиаторы, они как бы знают особенности, чтобы он был виден издалека, чтобы не так затратно было, допустим, также наносить эту краску. И вот провели конкурс, собрали комиссию, жюри среди работников авиакомпании. Из всех работ мы отобрали порядка 10. Из этих 10 мы еще через Инстаграм, через голосование тоже выбрали несколько рисунков. В итоге остановились на 3. Вот из этих 3 именно вот этот окрас, он собрал самое большое количество голосов и мнений жюри, как бы комиссии нашей. И таким вот образом мы нанесли такую окраску. С такой окраской у нас 2 вертолета. Где мы находимся? Расскажите, пожалуйста. Сейчас мы находимся в лаборатории полярных авиалиний, где непосредственно ведется техническое обслуживание аппаратуры самолетной. Здесь можно обслуживать Ан-24, Ан-26, Л-410, Ми-8 и Ми-8 МТВ. Самолеты и вертолеты. Самолеты и вертолеты, да. Выполняем регламентные работы, также устраняем неисправности, проводим проверку. На данном стенде можно проверять самописцы, Черные ящики. черные ящики так называемые. В черных ящиках содержится полная информация, полный весь. Запись полета? Все параметры самолета ведется. Высота его ведется, напряжение. Самолет взлетает и сразу же начинает самописец Как работать, да? начинается отрыв шасси, там стоит как бы концевой выключатель, и он начинает запись параметров. Все пишется на магнитную ленту, потом это расшифровывается нашими специалистами. Анероидные приборы почему используются в авиации? Потому что они не подействованы ни по какую радиацию. В случае того, что произойдет, как говорится, не дай бог, эти приборы будут работать, как говорится, с ними ничего не случится при радиации. Радиоэлектронной какой-то атаки. Здесь мы проверяем авиационный горизонт, это который показывает у нас крен, тангаж. Там прямо, не прямо долетит. Да, вот. Где-то. Ну, вот сейчас мы здесь не сможем. Или работает электричество. Крен, тангаж, высоту, насколько наклонен у нас самолет относительно оси Земли. Оборудование нам сюда приносит согласно регламента вертолета, самолета, у каждого свое. Форма 1, форма 2, это зависит от часов, сколько он налетал. 1000 часов налетал, снимается, И на проверку. ПДО составляет план, какие агрегаты снимать, и нам приносят на проверку. Каждый прибор, например, если радио, у нас свой специалист. По приборам у нас свой, электро у нас свой специалист. И каждый занимается своим делом согласно выполнению регламентных работ. Дорогие коллеги, авиаторы, поздравляю вас с наступающим праздником, Днем гражданской авиации. Желаю вам прекрасного настроения, море позитивных улыбок, благополучия в семье, здоровья вам, вашим близким, всего-всего, чтобы у нас количество взлетов равнялось количеству посадок. С праздником всех!